здесь войти. Ну, может быть, из-за того, что вот сейчас я вас вижу, вы меня не видите, я вас вижу. Очень хорошо. Скажите что-нибудь. Здравствуйте. Прекрасно слышно. Отлично. Все хорошо. Так, У вас программа есть? ну повестка дня, да, есть мне? Сейчас еще раз попробуйте, пропали куда-то. Ну, это из-за того, что сейчас Просто один мужчина рядом. все будет в порядке. Окей. А где мои коллеги подошли, Светлана? Замечательно, хорошо. А я хочу спросить, я буду видеть Светлану Ивановну и Светлану Ильиничну? Так, ну если вы не будете отключаться, то да, ну не знаю как. Ну да, если будет два окошка, то есть, например, Светлана Ивановна будет говорить, и вы рядышком, вы можете не отключаться просто, но просто будет два окошка вот так вот рядышком. Как вы сейчас видите, только будет два маленьких. Я понимаю, я вот сейчас вижу, у меня написано заседание Республиканского методического объединения учителей химии. Вот у Светланы Ивановны презентация. материал. Да, вижу. Я жду Светлану Ильиничну, да. мы видим ее материал, Угу. уже в 4 мы начнем. Ага, хорошо. Я буду рядышком, чтобы это все было. Ну, я имею в виду, что будет ли все нормально, ну, в смысле, я буду видна, и я отключу свой звук, чтобы слышно было только Светлану Ильиничну или Светлану Ивановну, и в конце... Вы просто тогда выключаете свой микрофончик. Да. Ну, мы там уже посмотрим, техник будет с нами, если что-то будет не так пойдет, то мы уже... Сориентируемся. Хорошо, вы... Угу. Запись вы ведете. Запись вы ведете. Я потому что... Люди, которые зарегистрировались, например, у них сейчас какое-то там занятие во вторую смену, они могут его посмотреть в записи. Да, услышала. Хорошо. Ну все тогда, теперь через 10 минут, да? Хорошо. Все, давайте. Счастливо. Спасибо. Почему 24 февраля написано, а не 25? Объясни мне. Может, время подготовки к презентации? Заседание. Еще и Жилька Васильевна. Да? Да. Пока сейчас можете на ту же кнопочку нажать, и вы себя не будете видеть. Это все, что происходит, все слушатели будут сейчас все. Это я вот задала. А при этом видео идет, интересно? Слушай, я не знаю, иди сюда. Да, сейчас выключу микрофон. Она больше направлена на меня, получается? А зачем вот эта штука горит? Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу написать, видно, слышно, проверка связи. Я вижу, что к нам подключается вся республика. Очень приятно. Плюсик, это значит слышно, я так понимаю. Анна. Да, спасибо. Хорошо. Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать. Наконец-то мы с вами встретились. Хорошо. И, значит, сегодня у нас с вами повестка дня заключается в 3 пунктах. Это выступление руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Коми Казаковой Татьяны Николаевны. Также выступление председателя Республиканской предметной комиссии Каневой Светланы Ивановны по поводу вопросов ЕГЭ в 2021 году. И третье на повестке – это у нас выступление Баховцовой Светланы Ильиничны по аттестации педагогических работников. Надеюсь, вы готовы нас слышать, и я предоставляю слово Казаковой Татьяне Николаевне. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Добрый день, уважаемые члены Республиканского методического объединения учителей химии. Рада вас приветствовать. Сегодня мы с Натальей Олеговной транслируем из регионального центра Академии юных талантов. На заднем фоне, я думаю, видно нашу замечательную учительскую. И сегодня я попросилась к вам на заседание, чтобы
о том, чем же занимается Академия юных талантов, что это за учреждение, ну и, так сказать, разрекламировать нашу деятельность. Итак, региональный центр Академии юных талантов, он существует достаточно давно, но вот в таком обновленном виде с уже имеющейся инфраструктурой мы начали работать с конца декабря 2020 года. И вот сегодня у нас на дворе февраль, и мы 3-й месяц уже работаем на нашей обновленной инфраструктуре и готовы сотрудничать с вами, набирать детей, проводить все основные направления нашей деятельности. Чем же мы занимаемся и для чего мы созданы? Созданы мы, как следует из названия, для выявления и поддержки одаренных детей Республики Коми по 3 направлениям. Это наука, искусство и спорт. И под одаренными детьми мы понимаем каждого ребенка, который замотивирован, который одарен, который занимается углубленно предметом, готов в этом предмете расти и, если использовать современное слово, прокачивать себя. Именно с такими детьми мы работаем и будем работать. Наш центр – это не образовательная организация. Мы организация совершенно иного типа. Созданы мы по образцу образовательного центра «Сириус». И мы нацелены, конечно же, вот на такую работу индивидуальную, углубленную с одаренным ребенком. У нас 3 направления деятельности. Это проведение профильных смен, проведение кружков и проведение региональных мероприятий для одаренных детей. То, что касается проведения профильных смен. На сегодняшний день профильные смены проводятся в дистанционном формате. Вся информация о проведении профильных смен размещается на нашем сайте. Там размещается положение, порядки отбора, извещается о старте той или иной смены, о списке зачисленных на смены. На сегодняшний день у нас идут 2 смены. Одна смена по направлению наука – это информатика для обучающихся 6-7 классов. 26 участников у нас учатся на этой смене в вечернее время. И вторая смена – это смена скрипка. Там у нас 20 участников, которые также работают по вечерам в индивидуальном формате, занимаются каждый с преподавателем. Мы стараемся привлекать преподавателей из ведущих образовательных организаций республики и, кроме того, со стороны. Особенно это по направлению искусства и по направлению спорта. На сегодняшний день мы уже составили график смен на весь 2021 год. Мы его опубликуем в ближайшее время на нашем сайте. Так что можете зайти и ознакомиться. Смены по химии там тоже имеются. Поэтому просим вас подключиться и отработать со своими учениками по участию в наших профильных сменах, а также приглашаем вас выступить в качестве лекторов, которые будут работать на этих сменах. Мы приветствуем любую инициативу. Если у кого-то появится предложение, то, пожалуйста, через Наталью Олеговну заявляйтесь, мы с вами обязательно отработаем и включим вас в список наших педагогов. Второе наше направление – это реализация кружков. У нас в региональном центре для реализации и смены кружков создана вся инфраструктура. Это 5 учебных лабораторий. В основном у нас, естественно, научные направленности. Лаборатория – это химия, биология, физика, информатика, технология, как для мальчиков, так и для девочек, с современными станками. Вообще все лаборатории, они наполнены снизу доверху современным оборудованием. Все оборудование закупалось по типу того оборудования, которое стоит в Сириусе. Поэтому приглашаю вас всех к нам в центр посмотреть. К нам приходят целые экскурсии. И педагоги очень долго ходят по лабораториям, изучают внимательно и, конечно, качают головой и удивляются. Кроме лабораторий у нас много других вспомогательных кабинетов. Это так называемые кабинеты зоны проектной деятельности, где дети могут размещаться и работать с педагогами над групповым проектом, над индивидуальным проектом, над научно-исследовательской работой. Все кабинеты оснащены современной мебелью, которая легко собирается, разбирается, трансформируется в какое угодно пространство.
Также у нас есть учебная аудитория для лекционных занятий. У нас есть целый актовый зал, который мы называем лекторий. Там может спокойно разместиться 50 человек для проведения научно-практических конференций, открытий, очных туров. Именно здесь мы начали проводить наши республиканские конкурсы. Ученик года мы здесь проводили. Уже региональный этап Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников по технологии у нас прошел. Впереди у нас очные туры конкурсов имени Вернадского, большие вызовы научно-технологических проектов конкурс. И для проведения и конкурсов, и кружков у нас есть вся инфраструктура, то есть вот это 3 этажа лабораторий, зон проектной деятельности и учебных кабинетов. Кроме того, у нас есть медиатека, это такой современный образ библиотеки, где можно и заниматься, и работать на компьютере, и изучать литературу, также отдыхать, тут же выходить в интернет. И у нас есть 4-й этаж, он полностью предназначен для проживания детей, которые будут приезжать к нам на профильные смены. Мы планируем проводить профильные смены пока продолжительностью 7 дней, неделя. Ну, то есть это такой своеобразный образовательный интенсив, когда дети полностью погружаются в предмет, и с утра до вечера они заняты полезной деятельностью. Сначала у них это интеллектуальные занятия, во второй половине дня это досуговая культурно-развлекательная программа. Здесь у нас в центре для этого есть все условия, плюс обязательно экскурсии, посещение других организаций, заведений города. Для этого у нас есть автобус, чтобы возить детей. Во дворе у нас замечательная спортивная площадка, чтобы дети могли отвлечься от интеллектуального труда и заняться физической культурой. Поэтому для детей у нас созданы все условия. Но помимо работы с одаренными детьми, мы, конечно же, планируем методическое сопровождение педагогов республики в вопросах работы по развитию и сопровождению одаренных детей. Это будут как вебинары, семинары. Вполне возможно, что мы будем организовывать повышение квалификации с привлечением лекторов из других регионов и из образовательного центра «Сириус», то есть это у нас планируется. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас агитирую активно подключаться к нашей деятельности. Все контакты у нас указаны на сайте, поэтому звоните, пишите, приходите, направляйте свои предложения, активно участвуйте в наших сменах, в наших мероприятиях, потому что мы всегда ищем и членов жюри для наших мероприятий, и готовы выступить с организаторами мероприятий, как республиканских, так и муниципальных. Поэтому открыты для республики. Ну и прежде всего, конечно же, ждем ваших детей, ваших одаренных, талантливых, высокомотивированных. Направляйте их, пожалуйста, к нам. Мы раскрываем талант в каждом. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна. Если у вас есть, уважаемые коллеги, какие-то вопросы, то первые 3-5 минут Татьяна Николаевна еще готова выслушать, а затем она уйдет. У нас есть гости, которые ее тоже ждут. Значит, коллеги, уважаемые, я хотела бы продолжить информацию о той, которую рассказала Татьяна Николаевна. Вот, например, в январе были январские смены по подготовке к региональному этапу. И я пригласила учителя из города Воркуты, из школы номер 23, Лекомцеву Наталью Петровну, и мы вместе с ней проводили дистанционную смену. Что значит вместе? Мы первое, конечно, созвонились, проговорили и продумали программу, разделили темы и проводили дистанционные встречи с ребятами по подготовке. Мы ждем от вас, конечно, тоже вашего желания. Присоединяйтесь. Если вы готовы поделиться своим опытом, мы рады будем приветствовать вас в наши смены, к нам в гости и, возможно, даже с выходом на учителей, чтобы поделиться своим опытом. Ну, если вопросов нет по региональному центру, то переходим к повестке второго вопроса. Это у нас Светлана Ивановна, председатель Республиканской предметной комиссии по вопросам ЕГЭ, анализ типичных ошибок. Пожалуйста, Светлана Ивановна, вы с нами? Так, сейчас.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами собрались для того, чтобы рассмотреть типичные ошибки и те изменения, которые появятся в КИМах, ну, конечно, в 2020 году, в 2021 году, и если они, эти изменения, мы сейчас с вами немножечко обсудим как раз вот касательно химии. Я не задержу вас очень долго, но если у вас есть вопросы, будут вопросы, вы, пожалуйста, сразу же пропишите или озвучьте. Будут записывать, да, в чате? Угу. Так, если можно, давайте мы с вами... Угу. Так, вначале мы с вами рассмотрим количество участников ЕГЭ по химии за последние 3 года, с 2018 по 2020 год. Ну и как, соответственно, мы с вами видим, и, значит, количество учащихся у нас практически не меняется, около 600 человек, ну и в процентах, если мы говорим, это 12 с лишним процентов. В 2021 году подали заявление больше, чем 600 человек. Но сколько выйдет на экзамен, ну, посмотрим уже по тем работам, которые мы получим на проверку. Да, можно следующее. Так, значит, вот в 2020 году выпускников текущего года 549 человек. Значит, выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального образования 10 человек и выпускники прошлых лет 25 человек. Итого получилось 584 участника ЕГЭ в 2020 году. На слайде представлены, соответственно, участники из средних образовательных школ с углубленным изучением лицея и, соответственно, выпускники гимназии и кадетские школы, лицей-интернат. Так, значит, и здесь на этом слайде представлено распределение участников ЕГЭ по химии по тестовым баллам в 2020 году. Приношу свои извинения, в 2020 году. Значит, мы видим с вами то, что 39 баллов, до 39 баллов из всех участников набрали 63 человека, и, соответственно, выше, чем 39 баллов, это как раз те баллы, которые необходимы для, в принципе, для поступления в высшее учебное заведение, вот оставшиеся участники. И 90-100 баллов набрали 46 человек. Значит, если говорить, да, можно листнуть, значит, если говорить о том, что это диаграмма распределения, диаграмма тестовых баллов, соответственно, мы говорим о том, что в этом году 100 баллов набрали 10 человек. Но вы прекрасно помните о том, что в этом году у нас первичный балл был снижен с 60 баллов, немножко понижен на 58 баллов. Так. Угу. Ну вот не преодолели минимального балла в этом году достаточно много выпускников, 120 человек. И средний балл по региону, соответственно, он вот снизился немножко на 3%, но прошло снижение. От высокобальники 81-100 баллов – это 62 человека. И, как я уже сказала, в этом году получили 100 баллов 10 человек. Ну, вот это статистика. Ну, а теперь, значит, на этом слайде я представила процент выполнения заданий части 2 по региону. Соответственно, первую часть не стала представлять, а вот именно те задания, которые проверяют эксперты, проверяет республиканская предметная комиссия. И, как вы видите, это средние баллы, безусловно. За задание 30 реакции окислительно-восстановительные, вот этот процент выполнения составил всего лишь 2,5%. Задание 31 – электролитическая диссоциация, сильные и слабые электролиты, 19,05. И задание 32 – это как раз 17,06. Это те 4 реакции, которые дети должны записать, ну, прочитав данное задание.
Мы еще остановимся с вами немножко на задании номер, соответственно, 30 и 31, но давайте посмотрим сейчас процент выполнения задания 33. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений, составил 25%. Около, чуть выше 25%. И, конечно, безусловно, трудности вызвали у детей. Это задание номер 34, это расчеты с использованием понятия растворимости и так далее. То есть это те самые комбинированные задачи. 11,5% справились, выпускников справились с этим заданием. И задание 35, как бы мы с вами ни говорили, здесь тоже небольшой процент выполнения данного задания. Итак, возвращаемся мы с вами. Нет, можно дальше двигаться. И да, вот слайд, который показывает... Еще, да? Да, значит, слайд, который показывает... Или дальше? Вперед, давайте немножечко вперед. Извините, у нас немножечко накладочки, ничего страшного. Да, вот они, слайд, который показывает, как распределение выполнения заданий по группам учащимся. Значит, первый столбик – это номер задания, дальше процент выполнения по региону, то бишь по республике, и, соответственно, процент выполнения в группе преодолевших минимальный балл или не преодолевших. И рассмотрите, пожалуйста. Вот посмотрите, задание номер 30. Значит, процент выполнения в группе, набравших 81-100 баллов, тестовых баллов. Здесь достаточно высокий процент выполнения. Но хотя мы видим, что те дети, которые выпускники, которые не преодолели минимальный балл, то здесь 0%, конечно. И, соответственно, процент выполнения в группе, набравших, так скажем, среднее количество баллов, 61-80 тестовых баллов, тоже достаточно высок. Значит, и далее 31-32-35 задание, тут мы видим, что процент выполнения даже у высокобальников, вот здесь небольшой процент. 31 задание, то задание реакции ионного обмена вызывает у детей, у выпускников вопросы. Наверное, чуть-чуть я остановлюсь потом далее вот на этих вопросах. И 35 задание – это органическая химия, там, где необходимо установить молекулярную формулу, далее структурную формулу и записать уравнение реакции. Но давайте сначала, наверное, вот к 30-му заданию мы с вами двинемся и посмотрим. Итак, значит, выводы, выводы, которые сделали после того, как провели анализ работ, анализ результатов, то, соответственно, мы видим, что перечень элементов, которые, в принципе, можно считать достаточными, то есть в данном случае выпускники эти темы и предметные умения, в принципе, умения и виды деятельности, они овладели. То есть вы видите, что это строение электронных оболочек, понятие, что такое электроотрицательность, закономерность, положение элементов ПСХЭ и, в принципе, умение, соответственно, использовать периодическую систему и давать характеристику данного элемента в периодической системе. Но да, немножко двинемся далее. Значит, вот это то, что тоже детям, в принципе, в этом году эти темы были освоены и показали неплохие результаты. Это классификация неорганических веществ, номенклатура, скорость химической реакции, электролиз расплавов и растворов и реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. То есть это можно в том числе связывать и с 33-м заданием. А вот то, что нельзя считать достаточным, у нас остаются проблемы, конечно, с понятием, что такое химическая связь, ее разновидности, далее, соответственно, тип кристаллической решетки и, конечно, это свойства неорганических веществ, простых веществ, оксидов, оснований, сложных и простых веществ, в том числе кислот и солей.
Дальше. Значит, и если вы видите, да, немножко мелковато, но все-таки видно, что это теория строения органических соединений, вызывает сложности, это типы связи, функциональные группы и, соответственно, свойства химических соединений, органических химических соединений из разных классов. Значит, вот это проявляется не только в первой части контрольно-измерительных материалов, но это хорошо проявляется и в 33-м, и в 35-м задании. Особенно в 35-м задании, когда речь идет о том, что нужно записать уравнения химических реакций, которые представлены в этом 35-м задании. Или 33-е задание – это генетическая связь между классами органических соединений. Угу. Так. Ну, это тоже вот то, что с трудом большая часть учащихся, конечно, осваивает. Это реакция окислительно-восстановительная. Вот реакция окислительно-восстановительная – это, конечно, те решения, которые представили выпускники в 30-м задании. То есть мы помним, что там небольшой процент у нас по региону выполняет это задание, поэтому в данном случае, конечно, окислительно-восстановительные реакции вызывают, в общем-то, до сих пор они вопросы. И как это все выполнить и на что обратить внимание, вот, наверное, мы сейчас с вами и посмотрим. Давайте мы с вами двинемся на вот изменения. Значит, вот то, что мне как раз и надо. Значит, в 2020 году, так же, как и в 2021 году, вот начиная с 2020 года, в данном случае заданий во второй части увеличено до 6. В 30 и 31 задание, как и в 2020, так и в 2021 году, внесено уточнение. То есть это уточнение ограничивает вариативность, допустим, уравнений реакций, вот, которые экзаменуемый сможет составить на основании приведенного в условии перечня веществ. Значит, в 30 и в 31 задании будут даны уточнения. Они касаются признаков протекания реакции. В зависимости от того, в данном случае может быть какой-то приведен квалификационный признак или будет оговорено, с какими веществами должно прореагировать, допустим, там, кислая соль, средняя соль, или в данном случае может как раз в данных заданиях касаться как раз признака протекания реакции. Какие признаки вот вызывают, давайте в 31 задании сразу же уйдем, и какие уточнения, еще листаните, давайте 31, ага, так, 30, вот, смотрите. Значит, это двухбалльное задание. Максимально получается 2 балла. Значит, первый балл ставится за молекулярное уравнение. Молекулярное уравнение выпускники должны составить в зависимости от того, какие уточнения даны в этом задании. И очень часто в задании 31 могут звучать такие слова, как «видимых признаков реакции не наблюдается». Но мы до сих пор встречаем работы, в которых, вот, допустим, дано именно такое условие, а учащиеся могут взять как раз вещества из перечня, которые изначально являются нерастворимыми веществами и добавляют, допустим, гидроксид меди-2, и добавляют серную кислоту. И, в принципе, да, конечно, там получаются растворы, но это же с видимыми признаками. То есть дети невнимательно читают 31 задание. И это, конечно, вот двухбалльное задание, в принципе, уходит в ноль, потому что если ребенок выбирает изначально неправильные вещества, то есть эти вещества не отвечают условию данного задания, то мы говорим о том, что не проверяется ни молекулярное уравнение, ни полные ионы, ни сокращенные ионы. До сих пор дети пропускают заряды ионов. Заряды ионов не всегда прописывают. Дело в том, что эксперт проверяет и полное ионное уравнение, и сокращенное ионное уравнение. И происходит следующее, что очень часто бывает, когда мы проверяем, мы видим, что, допустим, либо в одном, либо в полном ионном, либо сокращенном не прописаны заряды ионов, либо заряды ионов прописаны неправильно.
Вот на это эксперт обращает внимание, и, к сожалению, 1 балл ребенок может потерять вот за то, что неправильно неправильно записан заряд ионов. Значит, и еще один нюанс. Мы говорим о том, что в задании номер 31 в данном случае в сокращенном ионном уравнении коэффициенты должны быть сокращены. Если они кратные, они сокращаются. Если остаются вот эти коэффициенты, то, значит, вычеркивается этот балл, и ребенок получает за молекулярное только уравнение. Указывать осадок газ не обязательно в данном случае. Значит, задание номер 31, оно сегодня... Как бы нам не хотелось, 31 задание, вот, знаете, оно сейчас непростое задание. То есть встречаются такие соединения, с которыми очень часто в школах не работают ни учителя, ни учащиеся. Это могут быть и соединения... Во-первых, это, конечно, кислые соли. И свойства кислых солей я бы рекомендовала учителям, которые готовят детей к ЕГЭ, вот, в принципе, обратить на это внимание. Это, значит, соединение стронция, достаточно сложные соединения, и как происходит образование из кислых солей в присутствии данной щелочи, каких веществ, на это тоже обращать внимание нужно. Так, и... Наверное, пожалуй, вот 31 задание, да. Давайте вернемся в 30-е задание, то есть слайдом назад. Угу. Значит, что мы видим с вами в 30-м? Значит, вот посмотрите, 30-е задание, будут даны вещества. И с 2019 года за задание 30 можно получить максимально всего лишь 2 балла. Первый балл ставится за молекулярное уравнение, за то, как учащиеся подбирают и выбирают окислители и восстановители и среду раствора. И как раз выбор окислителя и восстановителя, вот этот выбор основывается на те ограничения и те условия, которые даны в задании. Ну, например, там могут быть в задании, безусловно, в результате химической реакции образуется газ, в результате химической реакции образуется одна соль там, и одно газообразное вещество и так далее. То есть умение выбрать вот именно правильно окислителя и восстановителя как раз приведет вот к успешному решению данного задания. И в зависимости от этого, как составит выпускник данное уравнение, продукты реакции, соответственно, расставит коэффициенты, вот выпускник получает 1 балл за молекулярное уравнение. А далее 2 балл идет за составление баланса и указание окислителя-восстановителя. Ну, сразу надо бы вот сразу же проговорить тот момент, что правильное обозначение степени окисления – это тоже залог успеха. То есть не всегда дети понимают разницу между степенью окисления и зарядов ионов. И иногда понятие заряд иона переносят в задание номер 30. Не всегда заряд ионов и степень окисления совпадают по своему значению и по своему понятию. Поэтому вот здесь очень аккуратно мы рассматриваем с вами и именно проговариваем на факультативах, на уроках, говорим о том, что задание 30 и это задание, и когда мы пишем окислительно-восстановительные реакции, мы используем степени окисления. Далее, значит, в этом задании не обязательно указывать процессы окисления и восстановления, поэтому окислитель и восстановитель, в принципе, выпускник может написать одной буквой О или В, может написать эти буквы, то бишь это подразумевается, эксперт подразумевает, что это именно, если пишутся эти буквы под веществами, то есть исходными веществами, то эксперт воспринимает это как окислитель и восстановитель. Это могут быть записи в балансе, иногда вот, допускают себе учащиеся записывать баланс и рядышком ставить тире и писать слово окислитель, что является окислителем, восстановителем. Хотя, наверное, это
Ну, записываем мы, да, в школах, записываем, хотя на самом деле, когда пишется электронный баланс, то там, конечно, процессы — это окисление и восстановление, или можно ниже записать, что является окислителем-восстановителем. И желательно, очень обязательно, чтобы в балансе обязательно присутствовали множители. То есть, во-первых, наименьшее общее кратное, желательно, чтобы прописывали учащиеся, и, исходя из этого, прописывали множители, то есть это те числа, которые появятся, это будут коэффициенты перед продуктами реакции или и перед окислителем и восстановителем. То есть если не прописаны множители, вот здесь уже возникают вопросы, и если к тому же еще эти множители равно коэффициенты не проявятся в окислительно-восстановительной реакции, то, конечно, здесь пойдет снижение баллов. Поэтому вот на таких нюансах, конечно, на такие нюансы нужно обращать внимание и, наверное, каким-то образом научить, в данном случае отработать запись как раз электронного баланса. Значит, электронный в данном случае окислительно-восстановительный процесс может быть отражаться с помощью не только электронного, но и электронно-ионного баланса. Если это все правильно составлено, почему бы и нет? То есть может электронный, может быть электронно-ионный баланс. Так, вот 30-е задание, да, начиная с прошлого года, оно вызывает, конечно, много вопросов. Так же, как и 31-е задание. Значит, еще раз мы проговариваем с вами, что 31-е задание, если в результате химической реакции ионного обмена нет видимых признаков, то, скорее всего, образуются, конечно, слабые электролиты, которые на ионы не расписываем. Ну, и вот здесь спорный вопрос, но, тем не менее, как бы комиссии, ну, скажем так, по стране договариваются о том, что у нас есть проблемное вещество, это H3PO4, это ортофосфорная кислота, которая считается, что это электролит средней силы. Но если этот электролит у нас рассматривается в 31-м задании и продуктом реакции, мы с вами его не расписываем. Расписывать этот электролит можно только по первой стадии. Вот, значит, поэтому тоже обращайте на это внимание и проговорите, что если учащемуся попадется такое вещество, то лучше его оставить в молекулярном виде. 32-е задание. Вот 32-е задание, в модель задания 32-го, которое как раз проверяет умение составлять реакции, отражающих взаимосвязь веществ различных классов неорганических веществ, то вот изменений здесь не внесено. Максимальное количество баллов за правильное выполнение равно 4. Далее, есть один нюанс. В данном случае, если учащийся при составлении данных уравнений удваивает коэффициенты или записывает дробные коэффициенты, то мы в данном случае, ну, как бы считается, что запись правильная. Единственное, что не хотелось бы видеть вот в этих уравнениях, когда ребенок в качестве реагента использует воду, и эта вода записана и справа, и слева, знак равенства. Ну, естественно, что такое уравнение не принимается за правильное. Эксперт снижает балл за это уравнение, потому что если вы пишете его и в исходных веществах, и в продуктах реакции, но эта молекула должна сократиться. То есть мы должны с вами получить именно уравнение, а не схему. И задание 32-е, оно, конечно, очень сложное на сегодняшний день с той точки зрения, что эти задания, конечно, в уравнение реакции, 4 уравнения реакции, и если там попадается реакция ионного обмена, то это очень здорово. А в основном это идут окислительно-восстановительные реакции, это может быть совместный гидролиз идти, это может быть электролиз,
поэтому здесь задание, на самом деле, 32, оно очень сложное. И еще в задании 32 все чаще и чаще, опять-таки, проявляются свойства основных и кислых солей. Это, во-первых. Во-вторых, соединение некоторых элементов, ну, которые тоже действительно в школах так много не обсуждаются и не встречаются на уроках химии. И к тому же есть еще, ну, например, это, конечно, соединение фосфора. Достаточно сложно детям дается. Это соединение железа, как бы нам с вами, ну, вроде бы и все достаточно легко, но здесь окислительно-восстановительные реакции с железом +2, плюс, в данном случае +3, степень окисления +2, +3 и +6, они достаточно часто встречаются в 32-м задании. Поэтому вот такие задания, которые есть возможность проработать, надо, наверное, обратить внимание на вот именно такие сложные уравнения. Ну, я бы так порекомендовала, потому что все сложнее и сложнее это задание. Так, 33-е задание. Значит, мы говорим о том, что максимальное количество здесь баллов – это 5, безусловно. Значит, за каждое уравнение реакции дана цепочка. И беда заключается в том, что на сегодняшний день, в принципе, это уже не первый год, здесь снижено число известных промежуточных продуктов реакции. То есть цепочка будет, ну, грубо говоря, закрытая или полузакрытая. Да? Значит, условия проведения реакции могут быть не прописаны. Но если учащийся составляет уравнение реакции, он, в принципе, условия проведения реакции может не прописывать. Но здесь есть нюанс. Выпускники бывают, ну, не знаю, по какой причине, прописывают эти условия проведения реакции, и они не всегда, эти условия, записаны правильно. То есть если условия не отвечают продукту реакции, то вот здесь, конечно, обращаем внимание на то, что это не сформированные понятия, знания, и, следовательно, мы снижаем за это балл. Да, конечно, задание номер 33 на сегодняшний день, оно считается достаточно сложным, и небольшое количество выпускников справляются с этим заданием 33. Отнюдь идут реакции не школьного курса. То есть здесь в задании 33 нужно обращать внимание на то, что нужно знать свойства органических соединений, плюс еще нужно знать способы получения этих самых органических соединений и обращать внимание. Ну вот, пожалуй, 33-я, да, 34-я. Значит, вот 34-е задание, да, там тоже не внесены вроде бы никакие изменения в модель задания 34, 4 балла. Первый балл ставится за правильно составленное уравнение реакции, второй балл ставится за то, что ребенок смог использовать физические величины, приведенные в данной задаче, и сделал, скажем так, переход, логический переход на дальнейшее решение. Третий балл – это использование вот, и проявление вот тех логических рассуждений, которые появятся в этой задаче, исходя из тех данных, которые даны в задании 34. Ну и четвертое, как правило, вот этот балл, он небольшой, но тем не менее он приводит к тому, что можно рассчитать там массовую долю, допустим, химического соединения смеси или массовую долю, там, допустим, растворенного вещества и так далее. Значит, задание 34, вот что предлагает нам на сегодняшний день ФИПИ, это, конечно, будут, ну, простите меня за слова, непредсказуемые задания. Вот в прошлом году они были очень сложные, так же, как и в позапрошлом году. То есть, понимаете, вот здесь нужно, наверное, вот предложить жесткого алгоритма решения данного задания, наверное, не удастся. То есть мы должны с вами выпускников научить таким образом, чтобы они, ну вот, скажем так,
из уравнений реакции могли дальше построить рассуждение. Это, конечно, очень сложно, но приходится именно так. Задание 34, если вы помните, в прошлом году было на атомистику, что будет в этом году, даже предсказать я боюсь вот с этим заданием. Но 4-бальное, не знаю, стоит ли это говорить, но проговорю все-таки. Понимаете, оно 4-бальное. И если вот ребенку оно не дается, может быть, вот и не стоит, знаете, иногда некоторые дети вот прямо зацикливаются на этом задании, вот надо решить и все. Может быть, и не стоит таким образом, скажем так, долго-долго сидеть над этим заданием. Может быть, как-то вот направить таким образом ребенка, что ребенка, может быть, решить часть номер 1 получше, обратить внимание, и остальные задания. Да, это очень сложное задание, да, не всем оно дается, но иногда бывает, что уравнение реакции и, допустим, физические величины, которые даны в этом задании, можно использовать и, в принципе, получить 2 балла, если дальше оно не пойдет. Вот, наверное, стоит и таким образом объяснять детям, что задание 34, оно не всегда решаемое, не всегда понимаемое. И 35-е задание. Значит, 35-е задание, в данном случае количество баллов с 2018 года было изменено на 3 балла. И, соответственно, 1 балл – это молекулярная формула, и занимает большее количество, скажем так, сил, времени для того, чтобы ребенок решил, сделал вычисления. Но эти вычисления должны быть в бланке ответов обязательно. И далее, исходя из молекулярной формулы, мы с вами выходим на структурную формулу и на уравнение реакции. И есть один нюанс. Дети проводят математические вычисления, записывают соотношение числа атомов, допустим, углерода, водорода, кислорода, а молекулярную формулу не записывают. К большому сожалению, приходится констатировать тот факт, что эксперт не ставит 1 балл, потому что молекулярная формула как формула, а там четко и внятно сказано, нужно представить молекулярную формулу, вот в принципе ее не существует. И еще есть один нюанс. Простейшая формула и молекулярная формула немножко разные понятия, поэтому если ребенок выходит на простейшую формулу, и она не совпадает с молекулярной, эксперт и в бланке ответов должны появиться как раз молекулярная формула. Вот, пожалуй, то, что я могу сказать по прошлому году и, соответственно, что нас ожидает, возможно, ожидает в этом году. Пока еще уточнений нет, пока еще Москва молчит, но вот пока по осени какие изменения и что мы с вами будем иметь. Наверное, стоит только мне подождать вопросы несколько секунд, если есть вопросы, да, и я предоставлю слово Светлане Ильиничне, да? Угу. Вопросы мы посмотрим, да? И что? Ага. Давайте, вопросы, да? Есть, нет? Вопросов нет? Хорошо. Все, спасибо большое за внимание. Светлана Ильинична, вам уступает место. Спасибо, пишут. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Нету вопросов? Светлана Ивановна, спасибо. С удовольствием слушала, смотрела, записывала. Все пишут спасибо. Я не буду ждать тогда вопросов. Сначала, это не начало. В принципе, не знаю, вдруг, может, кто-то и что-то задаст, но не знаю. Пока нет вопросов. Если что-то они зададут, я, в принципе, могу передать Наталье Олеговне, она передаст вам. Начинаем? Добрый вечер, коллеги. Поздравляю всех дам с приближающимся праздником и желаю всяческих благ, прежде всего здоровья. Значит, тема моего сегодняшнего выступления – аттестация моделей и изменения. И поговорим мы с вами, скорее всего, о тех изменениях, которые на сегодняшний момент в моделях существуют. Пожалуйста. Итак, значит, на сегодняшний момент у нас в штатном режиме действуют 2 модели для аттестации учащихся на первую и высшую категорию. Это модель аттестационного портфолио по должности учитель
куда относятся и учителя химии, и аттестация педагогических работников в форме экзамена. Итак, давайте посмотрим модель аттестационного портфолио по должности учитель. Итак, значит, посмотрите, на сегодняшний момент в модели аттестационного портфолио по должности учитель произошли небольшие изменения. 17 июня 2020 года были внесены некоторые изменения в данную модель. Итак, посмотрите. Экспертная оценка профессиональной деятельности по должности учителя является положительной при соблюдении следующих условий. Первое условие. Аттестуемый обязательно представляет анализ и подтверждение последующим показателям аттестационного портфолио на определенном уровне, соответствующим требованиям заявленной квалификационной категории. То есть в модели портфолио приводится таблица, на основании которой четко прописывается, для какой категории, для первой или для высшей, должно быть набрано определенное количество баллов. В случае отсутствия представленности соответствующих уровней указанных показателей аттестационные материалы признаются экспертной группой, не соответствующим заявленной квалификационной категории. То есть, исходя из данных таблицы, вы четко должны понимать, что если вы аттестуетесь на высшую категорию, вы не можете выбрать какие-то определенные показатели. У вас должны быть представлены анализ и подтверждающая документация по всем пунктам, которые заявлены в данной модели. Аттестуемый обязательно представляет аналитическую информацию, подтверждающие документы. И вот здесь у нас оговаривается, что для первой квалификационной категории, кроме основных, должно быть не менее чем по 5 бонусным баллам или по баллам дополнительных показателей. Для высшей квалификационной категории, кроме основных показателей, свыше 6 бонусных баллов или баллов по дополнительным показателям. Дальше, пожалуйста. Итак, посмотрите, какие были внесены изменения в действующую модель портфолио. Итак, посмотрите, пункт 1.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. Итак, вот на слайде представлены те 3 бонусных балла, которые учитель мог бы получить в этом пункте. Причем, посмотрите, для учителей предметов, не предполагающих сдачу государственной итоговой аттестации или ВПР, бонусный балл только 1. Вот в действующей модели сейчас эти бонусные баллы убраны. Их нет. То есть по показателю 1.1 осталось только 3 основных балла. Тем не менее, это не значит, что модель портфолио, значит, стала меньше баллов. Бонусные баллы появились в другом показателе. Давайте мы его посмотрим. Так, пожалуйста. Итак, посмотрите, у нас добавились или появились бонусные баллы в пункт 3.1. Это продуктивное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. То есть первые 3 балла, которые там были изначально, они и остались. Но к основным 3 баллам добавились еще 2 балла, которые может учитель получить за предоставление 3 технологических карт урока, в которых показана система работы учителя по проектированию образовательного процесса, направленного на последовательное достижение предметных и метапредметных результатов. И вот здесь, коллеги, обратите внимание, по одному разделу и в заявленных в портфолио образовательных технологиях. Вот здесь обратите внимание, пожалуйста, не выхваченные технологические карты из разных тем, из разных классов, а именно 3 технологические карты одной темы, одного раздела, понимаете, которые показывают, как в рамках одного раздела, одной темы вы системно реализуете работу по проектированию образовательного процесса в рамках тех технологий, которые вы заявили в этом пункте. Вот такие изменения произошли у нас в действующей на сегодняшний момент модели аттестации в форме портфолио. Вторая модель, действующая на сегодняшний момент, это аттестация педагогических работников в форме экзамена. Она не претерпела никаких изменений. Но я бы хотела здесь немножечко остановиться на очень проблемном показателем, тот, который, как правило,
вызывает, ну, как бы наибольшее затруднение у коллег. Итак, посмотрите. При аттестации педагогических работников в форме экзамена, кроме того, что учитель проходит процедуру экзамена, где выполняет определенные задания в определенный промежуток времени, значит, к этой модели прилагается представление, которое готовит учитель и его образовательная организация. Вот в этом представлении первый пункт – это пункт 7.1.1. Он представлен на слайде в данном случае для аттестации на первую квалификационную категорию. Обратите внимание, что в этом пункте пункт 1.1 в действующей модели аттестационного портфолио по должности учитель и пункт 7.1.1 «Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ» совпадают. То есть для этого пункта мы открываем действующую модель аттестационного портфолио по должности учитель, и как прописано в пункте 1.1, по всем тем же требованиям и критериям мы предоставляем полный анализ образовательных результатов. Значит, ну, а далее посмотрите, да, ну, документально подтвержденный факт ведения учителем кружков, секций, факультативов и так далее, это, в принципе, оно в представлении всегда было. Дальше, документально подтвержденный факт участия учителя в работе школьного или муниципального методического объединения учителей, это у нас было. И вот посмотрите, пожалуйста, на первую категорию у нас должно быть обязательно наличие опубликованных методических материалов. Причем уровень этой публикации не ниже муниципального. Достаточно одной публикации с указанием ссылки размещения методических материалов и прикрепление методических материалов. И вот здесь я хочу все-таки коллегам напомнить, что методические материалы – это не просто конспект урока, это не просто презентация, это не просто разработанные вами контрольно-измерительные материалы. Это все-таки должен быть полноценный методический продукт, который включает, вот в этом методической публикации у вас должен показан методический прием, технология, то есть то, чем вы в совершенстве овладели, и вы представляете методическую материалы, которые показывают, почему вы остановились именно на этом способе или на этой технологии, его преимущества, как вы его используете в урочной или в неурочной деятельности. И в качестве примера можно приложить конспект урока или в рамках этой технологии, или на которой ваш способ или прием работает. То есть должна быть полноценная работа с пояснительной запиской, то есть что вы хотите показать, почему вы хотите именно этот прием, какие он дает вам, результат, какой результат вы достигаете, каких результатов с использованием данной технологии или данного метода. Дальше, пожалуйста. Так, вот теперь посмотрите на высшую квалификационную категорию. Здесь пункт 7.2.1, вот он, да, для учителей, которые аттестуются по должности учителя на высшую квалификационную категорию. Точно так же пункт 7.2.1 выполняется в соответствии с пунктом 1.1 действующей модели аттестационного портфолио по должности учителя. И давайте посмотрим на последний пункт, который у меня выделен, да, для высшей квалификации нам нужно, чтобы не менее по одной публикации на каждом уровне. Посмотрите, у нас заявлено муниципальный и республиканский уровень. То есть в обязательном порядке у вас должны быть представлены материалы не менее двух. Один, который вы представили на муниципальном уровне, и второй материал, который вы представили на республиканском уровне. И, конечно же, вы должны прикрепить данные методические материалы в качестве приложения к вашему представлению, чтобы экспертная группа могла проанализировать качество представленных методических материалов. И, как я сказала уже выше, это не просто конспект урока, это не просто презентация, это не просто контрольно-измерительные материалы к контрольной работе или не просто внеурочное какое-то мероприятие. Даже если вы представляете внеурочное мероприятие в рамках нашего предмета по химии, значит, оно должно содержать полное обоснование
с какой целью это внеурочное мероприятие, на каком предметном материале оно строится, какие метапредметные умения вы формируете здесь у ребят. Соответственно, должна быть аналитика какая-то по этому внеурочному мероприятию. То есть это должен быть полноценный методический продукт. Вот. На сегодняшний момент это вот все те изменения, или уточнения, так мы скажем, которые касаются аттестации педагогических работников. Значит, вы все знаете, что на сегодняшний момент у нас есть некоторый мораторий, да, до конца года, но обратите внимание, что этот мораторий тоже, он как бы не для всех групп учителей действует. Будь очень внимательно, надо знакомиться с законодательной базой, да, то есть с теми принятыми решениями в связи с сложившейся ситуацией в стране, да, и помнить, что аттестация – это прежде всего наше с вами личное желание, наш труд, и наше как бы самовыражение. Вот. Поэтому желаю всем успехов, всех с наступающим праздником, всего доброго. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, я могу ответить, но вы сами понимаете, что я в рамках нашей встречи не предполагалось разбор. Да? Все данные модели опубликованы на сайте КРИРО, можно посмотреть, там есть все разъяснения. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо, Светлана Ильинична. Спасибо, Светлана Ильинична. Все понятно, будем работать. Всем успехов и помним, дорогу осилит идущий. Всего доброго. Очередное заседание РМО, информация пройдет, да, по школам, и Поля Наталья Олеговна, конечно, сообщит во все муниципалитеты и во все районы нашей большой республики. Я думаю, что информация будет в обязательном порядке. Всего доброго еще раз. Спасибо.